Добрый вечер. Сегодня 4-й день Всероссийского фестиваля классического балета «Стерх», 7-го по счету, и афиша сегодняшнего дня украшена величайшим балетом мировой хореографии, балетом Адольфа Адана «Жизель», впервые представленного на сцене парижской Гранд-Опера в 1841 году. 28 июня в этот день родилась первая исполнительница партии Жизели Карлотта Гризи, и она получила этот спектакль на свой день рождения. Париж был полон слухов и обсуждений. Карлотта Гризи едва вышла на сцену в партии Жизели и стала необычайно популярной. Газеты писали, что балет «Жизель» создан стараниями многих мужчин как витрина для талантов одной прекрасной женщины. И это было близко к тому, чем жил театр в период подготовки «Жизели», потому что и Жюль Перро, создатель всей партии «Жизели», и Люсьен Петипа, брат великого русского хореографа Мариуса Петипа, который танцевал партию графа Альберта в дуэте с Карлоттой Гризи, и Теофиль Готье, поэт-романтик, женатый на родной сестре Карлотты Гризи, весь Париж, мужчины уж точно были влюблены в Карлотту. Она была удивительным созданием, прожила долгую жизнь, 80 лет, но закончила свои выступления в 36, уединившись в швейцарском тихом замке и уже не показываясь никому. Но начало было бурным. В 7 лет она поступает в балетную школу при итальянском театре Ла Скала и начинает гастролировать со своей сестрой Эрнестой, которая была певицей. У нее был изумительный голос, контральто. Мюнхен, Вена, Париж. В Неаполе Карлотта встречается с Жюлем Перро, хореографом и артистом, недавно выдворенным из Парижской оперы. Сразу возникает любовь. В 16 лет Карлотта рождает дочь, и они много гастролируют по миру. В 40-м она появляется в Париже, в театре «Ренессанс». Как вы думаете? Нет, не в балете. Она поет и танцует, у нее тоже голос, в опере Гаэтано Доницетти «Цыганка». И через год получает на день рождения замечательный подарок – балет «Жизель». «Жизель» создана по мотивам немецкой легенды и обработана Генрихом Гейне, легенды о мрачных мстительницах, которые умирают до свадьбы из-за несчастной любви. Премьеру в Лондоне в 1940 году преуведомляли афиши, на которых было написано, что это мелодраматическое, фантастическое, потрясающее балет суеверий. Потому что второй акт, знаменитый белый акт Жизели, происходит в потустороннем мире, и как в любом произведении романтического искусства, он знаменует собой борьбу между мечтой и между действительностью. Жизель, ее призрак, силой своего чувства сохраняет жизнь любимому графу Альберта. У Жизели большая сценическая история. В 1884 году, уже после того, как Карлотта Гризи и Жюль Перро в течение 3 лет работали на сцене Мариинского театра в Петербурге, Перро ставил для нее много балетов, она была удостоена титула солистки императорских театров. Уже после этого, когда Карлотта Гризи станцевала «Жизель» и в Петербурге, в 1884 году Мариус Петипа отредактировал хореографический текст Жюля Перро и Жанны Коралли, и этот текст сохраняется до сегодняшнего дня. «Жизель» связана с именами великих
балерин, и прежде всего надо назвать имена Галины Улановой, а до нее Ольги Списивцевой, «Красные Жизели», отрывки из этого балета Бориса Эйфмана, Санкт-Петербургского театра Бориса Эйфмана мы видели с вами 3 года назад на гала-концерте здесь, в Якутске. И, конечно, это не великие Наталья Бессмертного и Михаил Лавровский. Михаил Леонидович Лавровский сейчас в Якутске, сегодня будет на спектакле, он почетный гость фестиваля. И вас ждут удивительные минуты сегодня встречи с замечательными артистами, уникальными исполнителями главных партий в балете. Титульную роль Жизели ведет прима-балерина английского национального балета Анаис Шеллендер. Предуведомляя спектакль, хочу сказать, что был в потрясении от этой работы минувшим летом, увидев впервые Анаис на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Она участвовала в фестивале имени Рудольфа Нуриева. Она танцует Жизель по-французски. Мы можем вспомнить первую исполнительницу, хотя это очень далеко, Карлотту Гризи. И вот в этом французском прононсе, она есть француженка, хотя работает в Лондоне, очень отчетлив русский акцент, акцент русского классического балета. Что-то улановское есть в том, что она показывает в своей трактовке этой партии. Партия графа Альберта, премьер Национального балета Нидерландов Йозеф Варга. Партия повелительницы Виллис Мирты исполняет солистка Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреат международных конкурсов Ольга Сизых. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов, дирижер Большого театра России Алексей Богорат.
идет.